Кадры вечера 16 августа словно фрагменты из кино. Улицы сельского поселения Нижние Ачулуки превратились в русло рек. Эта большая масса воды, собиравшая на своем пути песок и гравий с дорог, должна была где-то остановиться. Она проникала во дворы и подвалы жилых домов. Я осталась, они через окно вылезли. Как ни странно, во время потопа не прекращалась подача электричества. И это чуть было не сыграло злую шутку с семьей Арчаковых. Прибывшая вода поднялась до такого уровня, что уже дошла до розеток и ударила током дочку Хавы. К счастью, все обошлось легким испугом. Новый я провод, откуда вот током мне ударил, не знаю. Скоро ты крестять, потом медики. Кого знать, я жаловаться, насколько это будет, я не знаю. Свет, как? Не странно. Свет, вообще нет. Другая семья боролась сразу с двумя волнами потопа. Сначала в 3 часа дня дождевая вода пришла со склонов хребта, расположенного недалеко. Как следом за ней начала прибывать вода от порыва центральной магистрали Сунжа-Малгобек. Трубу диаметром 500 мм прорвало почти на 1,5 метра. Хорошо, что до калитки я С последствиями дождей люди боролись как могли. В ход пошли ведра, лопаты, электронасосы. Помогали жителям справиться со стихией работники МЧС и местной администрации. Домов 25-30 затопить, подвальные помещения, сисерденцы откачивать, совместно с МЧС, спасатели, где-то до 12 часов ночью. Могут своими силами школе бол حربیم شد کار бол تاری وقتش هر وقت автодорос که حیاتا техник хамит хос и не ценбеж здесь благ хос паш могешь без. А зняга же и школы порядок на селях. Порядок тахан куан дал эндер чакагер. Размытые дороги, потопленные дома и дворы. Последствия сильного дождя все еще налицо в Малгобекском районе. Вчерашний вечер стал целым испытанием для жителей и властей района. По двору 27-й школы не пройти без специальной обуви. Здесь грязи почти по колено. А ведь работники школы только на днях закончили подготовку к новому учебному году. Вот только планы чуть было не сорвала погода. Внутрь здания проникло не так много воды, и ее быстро успели собрать. А вот во дворе стихия оставила свои следы. Повредила асфальтовое покрытие, снесла забор, а от цветочных клумб остались только воспоминания. Сейчас найдем технику, уберем это все. Как уберем, мы увидим объем, который вам тут нужно асфальт восстановить. Это мы тоже восстановим. У нас единственное, всю почву вымыло у нас, к сожалению. Мы все это завозили почву тоже, чтобы высаживать деревья, потому что по-другому невозможно было цветы высадить. Все вымыло, но это не страшно, это мы по ходу потом это уже. Постепенно, да, по ходу. постепенно, Нам сейчас главное сделаем. Подготовить вас к 1 сентября. Да, ну это мы сделаем, это не проблема, потому что все ребята здесь, техперсонал пришел, учителя сейчас все приходят, все собираются дружно вместе. В этом проблем у нас не будет, потому что коллектив молодцы, отменный. Вчера только завершили, последний штрих навели, подготовили все, кабинет и все, да, к 1 сентября все было супер. Просто понимаете, ну что делать? Погода. Ну давайте тогда так сделаем. Сейчас муниципалитет оформляет размер ущерба. Надо, чтобы ваши акты и объем ущерба также попали в муниципальные документы, чтобы все это было учтено. А сейчас, безусловно, мы это все оперативно восстановим. Утром по поручению главы Ингушетии Нижние Ачулуки посетил заместитель председателя правительства Тимур Фаттахов. Вице-премьер встретился с представителями местной администрации и МЧС, а также посмотрел, какие последствия оставила стихия в школе и сельской амбулатории. Муниципальный КЧС работает, организована работа по определению ущерба. Сейчас его сказать очень сложно, потому что это все-таки произошло только вчера. Муниципалитету поставлена задача в течение суток отработать весь ущерб, в том числе и по другим населенным пунктам. Такая же задача сегодня протокольно будет поставлена муниципалитету Малгобек и муниципалитету Сунжа. Вся эта информация будет обработана в правительстве, в Росгидромете
и, соответственно, будет принято решение о введении или не введении чрезвычайной ситуации. Но в любом случае, по поручению главы, мы на сегодняшний день, наша задача определить все-таки ущерб. Независимо от того, нормативно подходит он под ситуацию, не подходит, в любом случае жителям будет оказана помощь. Как в восстановлении дорог, в откачке воды из подвалов. Безусловно, сейчас поможем подготовиться к 1 сентября школе. Поэтому эта работа продолжается, и она будет доведена. Помимо 3 сел Малгобекского района, накануне наводнения также в городах Сунжа и Малгобек. Картина там такая же. Разбитые дороги и затопленные дома. Муслим Ганиев, Магомед Белакиев. Новости 24.